Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с наиболее интересными собеседниками. Но сегодня такой день неплохой. Называется вторник. Я бы не назвал его вторичным, потому что у нас в эфире сегодня два человека, которых я очень уважаю. И, наверное, вы уже слышали в анонсе. Но если не слышали, то подскажу вам, что в гостях у нас из непонятного места под названием «Бункер» публицисты, журналисты, бывший журналист АТР и, надеюсь, будущий тоже журналист АТР, ведущий Аркадий Бабченко. Здравствуй, Аркадий. Ну, мы с ним такие два более или менее раздолбая, но есть еще и серьезный человек у нас на связи, который, правда, находится в стране, название которой я начал подзабывать в последние 4 года. Но, по-моему, она называлась раньше Соединенные Штаты Америки, мировой жандарм, там, и Вашингтонский обком, всемирный заговор и так далее. Так вот, из Соединенных Штатов Америки Андрей Андреевич Пиантковский у нас на связи. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Айдер, я почти вас не слышу. Я очень хорошо слышал девушку, оператора, а вас я не слышу. А я тоже... То есть по губам что-то догадываюсь. Я понял, но я тоже с годами Вот сейчас лучше. девушек в основном стараюсь слушать, в общем. Но, Да. Сейчас все вот, прекрасно. потому что слишком много мальчиков, мужчин оказались дураками или трусами, а это мужчинам очень не идет. Вот, но мы не из последних, а я пытался шутить просто. Когда я говорил, где вы находитесь, я говорил, что с нами на связи Андрей Андреевич Пиантковский, который вышел с нами на связь из страны, название которой я за последние 4 года подзабыл. Но, кажется, страна называлась Соединенными Штатами. И вот она вернулась, скорее всего, Она в большую политику. возвращается на мировую арену, да. Но вот так как у нас собрание здесь на трампофобов и русофобов, и, как сейчас, наверное, новое слово нужно, Байдена-ботов, как это, Байдена, как-то звучит фигово. Вот. Но я все-таки по старшинству хочу предоставить слово, Аркадий, не обижайся, Андрею Андреевичу. Ну и вот, значит, Байден выиграл. И что будет-то теперь с такой прекрасной страной, как Россия? Хорошо ли будет девица, хорошо ли красная или наоборот? Ну, самое главное, вы уже сформулировали. Это действительно возвращение Америки на мировую арену, мировую политику. Почему Трампа так любили в Кремле? Ну, и почему такой страшной потерей стало для них поражение Трампа? Вот истерика московских ток-шоу продолжалась под сегодняшнего дня. Они все время на что-то надеются. Дело не в том, что Трамп был русским агентом в банальном смысле этого слова. Все намного было хуже. Дело в том, что у этого безграмотного человека был некий такой случайный набор внешнеполитических концепций, это слишком громко для него слово, понятий, которые идеально совпадали с потребностями Кремля. Понятия заключались в том, что Америка, вот это его лозунг «America First» означал, что Америке не нужны никакие союзы. Он воспринимал Америку как некий хозяйствующий субъект, который должен из всех партнеров выбивать бабки. А вот если бы ему кто-то сказал, что президент Соединенных Штатов является лидером Запада и лидером свободного мира, он просто бы не понял, о чем ему говорят. Он не знает смысла этих слов. И он успел потрудиться достаточно за 4 года по разрушению НАТО, по разрушению всех западных союзов. Это все, что было прописано еще в коммунистических советских прописях с дедушки Ленина, что мы должны, товарищи, разжигать межимпериалистические противоречия. Так тут даже хуже. Трамп речь шла не о межимпериалистических противоречиях, а Трамп просто отрицал значение Европы, Японии, Южной Кореи как союзов. Все это очень работало на планы Москвы и поощряло их наполеоновско-гитлеровские, я бы сказал, планы, особенно после их первого успеха в Крыму, там, возвращение исконных земель в Прибалтике и так далее.
Так что в Москве, в Кремле глубокий траур. Спасибо, Андрей Андреевич. Меня просили сегодня перед эфиром, многочисленные зрители в Ютубе просили вас не перебивать. И, ну, вы так говорите, что и перебивать не надо. Вот, вы очень все полно, закончено. Вот Аркадий слушал, что-то погрустнел. Было у меня подозрение, что Аркадий, не знаю, там, что-то он мне говорил все равно, что там Трамп не Трамп, но я знаю, все равно потом вскрылся. Не любил Аркадий Трампа не любил. Вот, но... Не знаю, вот у тебя все умерли в твоей ленте фейсбучной сторонники Трампа. У меня как-то их быстро не стало. Я не знаю, что с ними. Я даже переживаю, что с ними. Вот все. Русский трампизм – это удивительное явление. Я потерял массу друзей в Америке, русскоязычных. Живых людей, Андрей Андреевич, живых? Да, живых, да. Ого. Не, а у меня, кстати, друзей трампистов-то, по-моему, и не было, потому что то, что Трамп это точно такой же клоун и популист, было, по-моему, понятно всем с самого начала, только это еще популист у руля сверхдержавы, единственной сверхдержавы в мире, действительно. Но у меня другие люди в ленте высказывают опасения, которые я, в общем-то, в некоторой степени разделяю, о том, что это, возможно, будет трамплином, и не сам, конечно, Байден, и не его администрация, но высокое управление будет трамплином к поливению, к левому развороту Соединенных Штатов Америки. Вот такие опасения у меня тоже есть, да. А вот тебе не казалось, что вот эти опасения про поливение, ну, то есть там что-то, ну, грубо говоря, там в Байден выйдет, скажет, все, я транссексуал, вообще там, я не знаю, там, моя жена, не знаю уже кто там, и вообще мы сейчас распустим везде все и будем жить, там, сказать, как при батьке Махно. Но вот я это просто слышал, в основном на русском языке, ты понимаешь, Аркадий? И вот эти... Да. Извини. Нет, у нас лента и друзья-то в основном на русском языке. Но нет, Байден для Украины Байден это в любом случае плюс, огромный плюс, потому что, безусловно, это намного лучше, чем Трамп. И для мировой политики Байден, безусловно, в плюс. Это намного лучше, чем Трамп. Но я просто боюсь, что он не сможет противостоять всем вот этим вот поползновениям тех новых комсомольцев, которые там пытаются лезть во власть. В тактическом плане победу Байдена мы можем только приветствовать и только хлопать в ладоши. Я надеюсь, что действительно Соединенные Штаты вернутся сейчас на мировую арену, действительно возвратят свой статус мирового жандарма, начнут разруливать и станут лидером свободного мира. Ну а что ж там будет через 5 лет? Ну будем смотреть, что заранее загадывать. Андрей Андреевич, а как вас там леваки уже начинают доставать? Там нет, не спрашивают там, я не знаю, про ЛГБТ и вообще? Нет? Нет, меня в основном гораздо более жестко, чем в Москве, доставали трамповские боты, обменившие меня в левачестве, в поддержке курса Обамы и так далее. Они, наверное, не читали мои статьи в течение обамовского правления, когда я был самым жесточайшим, наверное, критиком внешнеполитического курса Обамы. Ну, значит, в каком-то смысле вот этот уход Америки с мировой арены трамповской явился продолжением обамовского курса, то есть с противоположных позиций. Обама уводил Америку с левых позиций. Он был убежден, ну так вот его внушала мамаша его, бегавшая по всем крайне левым организациям, все его окружение, пастор его, которого он посещал в течение 10 лет, который говорил, что евреи взорвали эти самые американские близнецы. Он был глубоко убежден в вине Америки перед угнетенными народами мира. Вы помните, что он начинал свое президентство с извинений. Он извинялся перед таким угнетенным, как король Саудовской Аравии, еще перед кем-то и так далее. То есть вот эта опасность ухода мирового полицейского, она была. И вот как раз Байден, иногда говорят, ну как же, вот Байден это же возвращение Обамы. Ничего подобного. Каждый американский вот этот тикет, президент и вице-президент, это всегда коалиция. И вот в обамовские времена эта коалиция как раз с левой
Обама и центрист, убежденный атлантист во внешней политике Байден. И то, что перепадало Украине от американской администрации в период Обамы, это прежде всего заслуга Байдена. Так что левое крыло в демократической партии – это большая опасность. Она вообще нарастает десятилетиями. Дело в том, что в 40-х еще годах, да нет, раньше, еще в 30-х, американские университеты были захвачены левой профессурой. То есть людьми, среда, в которой считалось модным восхищаться дядюшкой Джо и быть агентами российского КГБ. Ну, масса блестящих имен. Ну, собственно, и вся атомная бомба была передана такими людьми. И вот из этих левых университетов, из плюшевой лиги, вот десятилетиями выпускались молодые люди, которые потом занимали посты, естественно, в средствах массовой информации, в Госдепе, в кинематографе, где угодно. То есть левая такая, вот эта левизна, полезная буржуазной юбки, это такая традиция американская. В последнее время она усилилась. Вы же видели, вот Аркадий не случайно беспокоит. Есть совершенно сумасшедшая группа из 4 дам, конгрессменши. Одна из них какая-то псевдобеженца из Сомали, которая тоже, в общем, выступает с ярых антиизраильских позиций. Вот Америка стояла на грани катастрофы, может быть, извините, я говорю подробно, потому что это важный вопрос. Вот те опасения, о которых говорит Аркадий, они... Вот я потерял многих друзей, которых я оправдываю именно тем. Они вот как бы стали трампистами, опасаясь этого левого поворота. Так самая опасность была в августе, когда Байден не очень удачно начал демократические праймери. Между прочим, это парадокс наиболее резко, я помню сейчас на первых праймерах, она меня так очень возмущала, потому что я понимал, что Байден вообще единственная надежда Америки. Больше всех на него нападала госпожа Харрис, между прочим. Но сейчас они об этом уже забыли, сейчас они дружат. Но после 3-4 первых туров казалось, что Байден может проиграть выборы, проиграть праймерис, и Америка окажется перед выбором между Сандерсом и Трампом. Вот это была бы катастрофа не только Америки, но и в целом Запада и свободного мира. Я скажу, что Байден совершил 2 подвига. И первый подвиг — победа над Трампом, над Сандерсом, даже еще более значим, чем над Трампом, потому что это ему удалось труднее. И, конечно, его администрация — это снова, как всегда, в Америке это коалиция. Но на этот раз человек, представляющий центр, традиционную Америку, deep state, как любит говорить Трамп, и я очень люблю это выражение, потому что этот deep state действительно существует, и оно спасло Америку во время президентства Грама. Эту сторону представляет Трамп. Госпожа Харрис, она, конечно, левее. Ну вот сейчас Байден укомплектовал кабинет, ну, ни один из леваков не получил никаких значимых постов. Все ключевые посты — это государственный секретарь, это министр обороны, это помощник по безопасности, ЦРУ. Все это твердые атлантисты. То есть первая задача Байдена внешнеполитическая — это восстановление единства Запада, которое с восторгом встречают все сторонники Америки, Европа, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, весь так называемый свободный мир, который Трамп абсолютно игнорировал в своей политике. Но я думаю, что Андрей Андреевич исчерпывающе доложил обстановку в стране, название которой мы вспомнили, в Соединенных Штатах Америки. К Аркадию будет другой вопрос, но потом к этой теме, конечно же, тоже может в любой момент подключиться Андрей Андреевич Пиантковский. Произошло невероятное, фантастическое событие. Я вообще думать даже не мог об этом. Выяснилось, но я не представлял себе, как такое может быть. Оказывается, сотрудники ФСБ
причастны к отравлению, не побоюсь этого слова, Алексея Навального. Человека, который любил всегда родину, человек, который поддерживал войну с Грузией, который хотел зачистить Москву и вообще Россию от грузин, который ходил на русские марши и звал с имперскими знаменами, потом люди шли, вдохновленные любовью к России, громить лавки, убивать людей. Алексей Навальный, который говорил, что Крым — это не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать, который, ну я не знаю, просто настолько Алексей Навальный любит родину, и вдруг Федеральная служба безопасности этой же самой родины берет и зачем-то такого прекрасного патриотического человека травит. И это неожиданно для всех выясняется. Аркадий, что произошло в этом мире? Я не мог предположить. У меня были какие угодно версии. Рептилоиды, марсиане, бандеровцы, Андрей Андреевич Пьянковский, пожалуйста, кто угодно, но только не ФСБ. Кто бы мог подумать, что к отравлению Навального причастна ФСБ? Вот это нонсенс, вот это сюрприз. Сегодня же, смотри, Вчера 195 лет восстанию декабристов, первой болотной в России, первому «не раскачивайте нашу лодку» и первому хождению с шариками. Да? И 200 лет вот все эти пони бегают по кругу. Вот они расследуют. Я вчера что-то начал читать ленту, я еще не пойму. У меня же украинская лента и российская лента. Да? И это две совершенно не пересекающиеся мир уже абсолютно. Я российскую читаю поскольку мне это вот все-таки нужно через силу, но чтобы все-таки как-то, как бы вроде мы там блогеры, журналисты, мы должны что-то как бы все-таки отслеживать, что там происходит. Но интерес у меня к этому потерян, конечно, совершенно. А вчера и сегодня весь день там какие-то восторги, боже мой, невероятное расследование, это какая-то фантастика, это все выводит расследование на новый уровень. Но я вчера, знаешь, так прятался от этого, сегодня прятался от этого. Но в конце концов стало понятно, что надо идти читать, в чем там дело. Пошел, открыл Google, выяснилось. Алексей Навальный провел расследование и выяснил, что его отравил ФСБ. Да неужели? Вот те раз. И вот эти вот, они вот 200 лет все бегают по кругу, выясняют, что оказывается, нас отравила ФСБ. Окей, отлично, а что дальше-то? А вот у них это... Там, видимо, даже названы какие-то имена этих отравителей, потому что я само расследование уже не читал, не смотрел, здесь моих сил не хватило, но, видимо, там названы по именам. И вот у меня дальше вопрос. Окей, отлично, вот вы знаете, что это сделал майор Петров, лейтенант Свинцов и подполковник Сибиряков. Что дальше-то? Они вот так вот выстроились все в рядочек, и к ним присоединяется Луговой, и к ним присоединились Корги Шувалова, и к ним присоединилась Уточка Медведева, и к ним присоединилась Картошка Золотова, о чем там только не было расследований. И просто писают им в глаза и смеются. Да? Ну вот вы знаете наши имена. Что дальше-то? Вот у меня тот же вопрос. Ну что дальше? Ну вот вы провели замечательное расследование. Вы установили невероятные факты. Вы знаете их поименно. Что дальше-то? Что вы дальше будете делать? А ничего, дальше все будет то же самое. Как 200 лет назад все это хождение с шариками закончилось тем, что Николай I просто тупо выкатил на площадь 36 пушек и вмазал залпом картечи, там 1200 трупов положил сразу с одного же залпа. Да? Так и все это закончится этим и здесь. Выяснили. Ну и чё? Ну вот не согласен с тобой наш далекий, но прекрасный Андрей Андреевич Пьянковский. Это что, по лицу видно? Вы недостаточно удовлетворены этим расследованием. И тем более вы наверняка думаете, ну зачем Аркадий опять говорит, что революции в России не будет? Нет? Я шучу. Нет, но Аркадий прав в чем? Он говорит, что на российское общественное мнение это никакого впечатления не произведет и не подвигнет его ни на какими действиями. Но у меня же другой взгляд. Между прочим, первый ваш вопрос был, что ожидать от господина Байдена в отношении путинской России. Вот я этим вопросом занимаюсь не абстрактно, а здесь в поле. И как человек, работающий в поле, я вижу, что вот это расследование, кстати, произвел не Навальный, а целый ряд очень серьезных институтов, в частности, компания CNN, которая вчера показала в Prime Time фильм, который произвел большое впечатление на американскую общественность. Мне это расследование понравилось именно с моей узкой
точки зрения профессиональной, что объяснять влиятельным членам Конгресса и администрации Соединенных Штатов, мистер Путин, и что с ним надо делать, мне будет, ну, в какой-то степени легче. Как ни странно, это объяснять еще до сих пор необходимо. Конечно, речь идет, это преступление, там, попытка отравить человека, его жену. Это отвратительно, ужасное преступление. Но путинский режим совершил массу гораздо более чудовищных преступлений. Не в украинском телевидении об этом говорили, где погибли тысячи людей от таких же вот, здесь они назывались зелеными человечками, а в Сирии десятки тысяч мирных жителей, если не сотни тысяч жителей Алеппо было уничтожено какими-то ударами со дна Каспийского моря под видом борьбы с терроризмом. Понимаете, массовое восприятие, и не массовое, а элитарное, вот тех людей, которые будут принимать решения, оно реагирует не на цифры, не на тысячи, не на миллионы, а вот на фактуру. Вот эта картина настолько скульптурной показалась американскому зрителю, я уже со многими побеседовал, когда вот 8 человек, все работающие в ФСБ с важными должностями. Один из них очень значимый директор Института криминалистики. Это современный Мурановский или Чингон. Ну, над ними только Бортников и Путин. То есть находятся они, приказы они получали от Бортникова. Коллеги, вот они передвигаются. Коллеги, а вам не кажется, Андрей Андреевич, вам не кажется, и тебе, Аркадий, не кажется ли, что вообще это расследование, но по детализации, по этим телефонным разговорам, по перемещениям их, они брали с собой вторые телефоны, которыми разговаривали с женами, там, они, значит, регистрировались там на одном и том же адресе в Москве, ну и так далее, что вообще говоря, мы видим работу спецслужб. И спецслужб, по всей видимости, американских либо британских. И что вообще это все рассчитано, да, я думаю, что прав Аркадий, абсолютно не на российскую публику, которая максимум, что вздохнет и скажет, ох, и нальет себе еще немножко чаю, да, вот, а рассчитано именно на западное общественное мнение и на политическое общественное мнение, ну просто сколько камней уже класть в ту копилку, на которой написано «Россия – страна-террорист». Там уже лежит и 300 человек из Боинга, да, сбитого, там же и покушение на Скрипалей, там много чего лежит. Там лежит Украина, там лежит Сирия, там все это все лежит в этой копилке, которая все никак не переполнится, какое-то бездонное терпение довоенное такое. И что вот сейчас, Аркадий, как ты думаешь, все-таки эта общая сумма плюс Байден у власти приведет к тому, что с Россией начнут разговаривать по-настоящему? Я думаю, приведет, потому что вот действительно я тоже разговариваю с людьми на Западе, я вижу, что для них война, там дети в Сирии, это такие абстрактные понятия, их это, да, это не очень трогает. А вот попытка отравления оппозиционного деятеля, причем спецслужбами, это трогает для них, и им это понятно, да, потому что когда ты им начинаешь рассказывать про то, что превратилась сейчас Россия, начать им рассказывать, например, про изоляцию в Донецке, где там людям отрубают руки за трезуб, за татуировку трезуба, это не в их мире, они просто не понимают. Они, может, и готовы были бы делать какие-то выводы из этого, но они просто не понимают. Они это слушают, как, я не знаю, как про шляпу Гэндальфа, какие-то сказки из другого мира, да? А про отравление оппозиционного политика это им понятно. Это, в принципе, еще все-таки из их мира, и их это сподвигает. Если Алексей Анатольевич станет той чашей, которая тем камушком, который все-таки перевесит чашу весов и сдвинет их с мертвой точки, ну тогда честь и хвала. И я буду только рад, буду только аплодировать. Если это сделано при помощи там западных каких-то спецслужб, которым, видимо, надоело уже во всю эту тягомотину играть, ну тоже я буду только рад и буду аплодировать. Но все-таки мой спич изначально он же был не про Запад. Западом все понятно, да, он примет санкции, наложит очередные вето. Россия, видимо, превратится уже совсем в изгоя, с которым совсем уже будет неприлично разговаривать.
Но дальше-то что? Ну, результат все равно только один, механизм все равно только один. Нефть по $9, вытирать задницу вместо туалетной бумаги газетами 5 лет, и только после этого можно будет о чем-то разговаривать. Пока нет вот этих вот... Они же санкции вводят против конкретных людей, но ведут они санкции против вот этих конкретных 3 отравителей, плюс, я не знаю, Бортников там уже под санкциями, против него уже бессмысленно что-то вводить, да? А санкции-то надо вводить против страны. Ну что там говорит, даже не против режима, против страны. Ты знаешь, Аркадий, мне кажется, что, и Андрей Андреевич, хочу подключить снова к беседе, что вполне возможно, тут большой вред этим санкциям нанесет сам Алексей Навальный, который за весь период наблюдений, ну, как я с чего начал, это был такой горький сарказм, да, топил, грубо говоря, за то, что Россию, родину мою, не трогайте. Моя Россия, родина, она всегда великая, она в Крым вцепилась, в общем, там, я не знаю, как бешеная сучка в ногу кому-то, и она никогда ничего не отдает, и мы великие, русские, там, с нами Бог, и так далее, и так далее, и так далее. И он старательно избегал выступлений в Европарламенте, где, собственно, пришлось бы отвечать на вопрос, а какие санкции помогут этот режим искоренить, ослабить там и так далее. Я много раз слышал и с удивлением комментировал там в Литве или где-то вот эти спичи около навальновских политиков, которые говорили, только не трогайте нашу страну. Как не трогайте? Ваша страна, Украину, вот, Крым, Сирию. Как не трогать? Не-не-не, вот только Иванова, Петрова и Сидорова, пожалуйста, вот это да. А страну трогать не надо, потому что наш великий народ не должен страдать. Ну, так не бывает. Если бы не воевал... Ну, короче, все же все понимают, да? Вот как вы думаете, как поведет себя Алексей Анатольевич Навальный? Андрей Андреевич, как поведет он себя сейчас? Ну, собственно, он уже Навальный или светлый образ его, они уже сыграли свою роль для Запада. Запад не будет вникать в детали там высказывания Навального по конкретным вопросам, какими бы скандальными они ни казались с украинской общественности, например. Есть четкая модель. Оппозиционный политик уничтожен преступным путинским режимом. Все, больше Алексею Анатольевичу ничего не нужно. Дальше будут заниматься профессионалы. Вот в той чаше, на которую этот светлый образ должен упасть камушком, лежит, например, очень удачный как раз к новому президентству и к новому составу Конгресса законопроект о признании Российской Федерации преступным государством, спонсором терроризма. Вот я полагаю, что сейчас шансы принятия этого законопроекта резко возросли. А Теперь, что из него проистекает, Андрей Андреевич? Вот приняли и... Ну, из него многое проистекает. Из него проистекает вот то, чем пугали всегда как самостоятельные адские санкции, это отключение от международных счетов расчета SWIFT, это просто автоматически, потому что считается, чтобы не прекратить потоки финансирования террористов. Ну и это он имеет уже... Эти слова имеют политическое значение. Это уже больше вероятность принятия самых резких мер. Говорят о нефтяном эмбарго, но позвольте мне, у меня есть свой любимый конек, и мне кажется, я знаю, какие санкции нужно принять, и это знание проверено на практике. Я рассказываю об этом американцам уже несколько лет назад. Дайте мне, если позволите, минутки 3. Вот, давайте, Андрей Андреевич, мы тоже хотим знать. Хоть мы и не американцы. Эти санкции уже приняты. Есть так, а просто они не имплементируются. Есть такой закон о противодействии врагам Америки, знаменитый, принят 2 августа 2017 года, почти единогласно, обеими палатами парламента. Трамп вынужден подписать, ну что мы делаем? Он прекрасно знал, что его вето будет преодолено 2 третями. В этом законе требуется закон требовал в течение 180 дней составить список олигархов и чиновников, близких к Путину, дословное выражение, имеющих активы в Соединенных Штатах. После этого опубликовать полностью для ознакомления, в том числе и российской общественности, список этих активов и заморозить их. Вот в процессе обсуждения
такой один из самых влиятельных think-танков, Atlantic Council, создал такую рабочую группу, которой поручено было написать доклад под названием «How to identify the Kremlin ruling elite and its agent». Как идентифицировать кремлевскую правящую элиту и ее агентов. Поручено было 4 авторам. Это известный хорошо на Украине Эндер Сасунд, также хорошо известный Дэвид Фрид, выдающийся дипломат. Он был ответственный за санкции много лет в Госдепартаменте. И 2 российским гражданам, Андрею Ларионову и вашему покорному слуге. Вот мы составили такой подробный докладик. И в частности, вот я горжусь тем, что я своей рукой вписал рекомендацию, что после, в принципе, эти средства должны быть заморожены, их арестованы и возвращены в должном судебном порядке, возвращены истинному владельцу, российскому народу, в лице первого посткриминального правительства Андрей России. Андреевич, а вам не кажется, что эти средства должны быть возвращены крымско-татарскому народу и украинскому Кажется, народу? Да. не надо сразу меня перебивать. Конечно, кажется. Конечно, в обсуждениях, в рабочих обсуждениях потом, что делать с этим $1 триллионом. Да, это оценка Американского института экономических исследований, что активы вот этих олигархов и близких Путина около $1 триллиона. Хватит там и на компенсацию ущерба, нанесенного. Если это правительство будет посткриминальным, оно, разумеется, осудит и российскую агрессию и аннексию Крыма. И часть этой суммы пойдет на должное возмещение этой компенсации. Но сначала нужно продвинуться к этой цели, прежде чем делить шкуру этого медведя. Андрей Андреевич, можно на $1 триллион так вооружить украинскую армию, что она пройдет маршем до Уральских гор, например. Вот и на танке «Абрамс» вот Бабченко с удовольствием, даже не за $1 триллион, а, в общем-то, факультативно, мне кажется, может это проделать в составе. В процессе международной конференции, обсуждающей вопросы возвращения $1 триллиона, вы можете выступить с этим прецедентом. Значит, какие для этого есть юридические основания? Во-первых, это закон о борьбе с отмыванием капитала, забытых преступным путем. Доказательств того, что все эти капиталы добыты преступным путем, достаточно из очень многих источников, в том числе из ряда расследований того же Навального, при полном понимании того, что эти расследования являются результатом внутривидовой борьбы тех же российских олигархов и чиновников. Вот. И есть прецедент, что очень интересно. Америка — судьба — это страна прецедентного права. Вот, видимо, вдохновившись моей идеей, американцы решили сначала испробовать эту идею на кошечках. Кошечками стали киргизы. Они арестовали счета бывшего президента Киргизии Бакиева и с большой помпой делегация, возглавляемая заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов, поехала в Бишкек, где истинному владельцу, киргизскому народу, были возвращены $5 миллионов. Но, понимаете, 5 миллионов — это легче решать вопрос, чем $1 триллион. Позволю себе, я скоро закончу, но информация совершенно необходима для контекста, как дальше развивались события. Вот все ждали 180 дней, когда пройдет и опубликует. А опубликовывать должна администрация, которая очень неохотно подписала закон. Ну, вы, наверное, помните так называемую телефонную книгу, когда они опубликовали, когда срок прошел 30 января 2018 года, список чиновников, там без разбивки по деньгам. Но, наконец, под давлением был сделан первый шаг. Тоже, возможно, обратили внимание, на Украине не знаю. В России это было значимое событие. В апреле 2018 года были арестованы счета 12 таких фигур, среди них Дерипаску. И вот здесь прошел тот полевой эксперимент, на который я рассчитывал. Вот эта мера была встречена с громадным энтузиазмом российским народом. Попытка поднять какую-то волну, что вот там
преследуют российских капитанов бизнеса, провалилась. Все опросы мнения, массы выступлений даже в Думе Мгм. показали, что вот это вот русский народ понимает. Ну, то есть он Возвращение понимает, денег. когда кого-то грабят, да? Вот, допустим, сам русский народ не должен, в частности, который навыбирал всех этих Путинов. Меня не интересуют нравственные требования к русскому народу. Я прагматик. Меня Я понял. интересует, как русский народ будет реагировать на ту или иную меру американских властей, которую я этим американским властям рекомендую. Но американцы, извините, обосрались. Тю-тю-тю-тю-тю. Нельзя у нас. Да. Мы же Через не в месяц. Ютубе. Вот этот Ага. энтузиазм, симпатии к Америке. Резко изменились опросы общественного мнения в поддержку Америки. То есть они нащупали тот правильный путь разговора с русским народом, но, Ну, как бы, не знаю, может быть, его испугавшись, через месяц вдруг с Дерипаски санкции сняли. И боже чуть ли не мой, вы не представляете Ему- себе, симпатии русских людей у ларьков по всему Челябинску будут не на стороне Америки, через Дерипаску. С ума сойти можно. Я даже вот просто у меня подвисло сознание, но зато у нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, задавайте свой вопрос. Добрый день, это я. Обращайтесь, здравствуйте, меня зовут Юрий, я из Киева. Меня слышно? Да, вас слышно, говорите. Да, Эльдар, ну, я, конечно, хотел бы извиниться, может быть, заранее. Дело в том, что мой вопрос к вам непосредственно. Вот, ну, дозвониться, а я что вот за этим давно его, и, может быть, он не совсем по теме вашей дискуссии. Вот, я, знаете, вот это отношение россиян или русских вот, в отношении крымских татар. Вот, у меня что-то такое есть, вот ваше мнение просто. Мне кажется, что это какие-то, ну, не любовь или ненависть даже, может быть, это какие-то отголоски такие, вот, вы знаете, тех исторических периодов, когда Москва платила дань вот, именно Крымскому ханству. Там, вот. Не думаете, что это какая-то такая, такие фантомные боли такие до сих пор еще вот этих людей, знаете, они устраивали. Можно ваше мнение. Спасибо, извините. Аркадий, у тебя острый ум и язык. Я готов поспорить, что останови 99,99% из 100 россиян на улице, он вообще не скажет, что Москва платила дань каким-то там крымским татарам когда-то, что он вряд ли знает, что поляки-то в Москве были. Отношение россиян к крымским татарам, я могу ответить на этот вопрос, отношение россиян к крымским татарам, его просто нет, оно нулевое. Это вот есть какие-то узбеки, татары, крымские татары, не знаю, монголы, папуасы какие-то. Вот у них это все одно, да. Есть великий русский, и есть все остальное чернозадое, что-то там такое, на которое они просто не обращают внимания. Но его надо завоевать, и чтобы оно сидело под лавочкой, не вякало и молилось на нашу великую Россию. Вот, собственно, и все, если отвечать на вопрос напрямую. Обыкновенный расизм, в общем-то, и целом. Да, конечно. А вот сейчас, я не знаю, вот Андрей Андреевич наблюдал, наверное, тоже краем глаза, несмотря на Байдена, Трампа и все остальное, как великая Россия изнывает от жажды в Крыму, как вот в белом солнце пустыни вот это вот открытый рот и вот это дай глотка, вот и так далее, и так далее. Мы тоже за этим наблюдаем с некоторой долей, ну, злорадство, безусловно, и с не некоторые, а с великой долей злорадства. И вот там началось такой, значит, такой всекрымский флешмоб идиотов, которые обращаются к царю с требованием их напоить. Причем впервые, наверное, в истории русских каких-либо государств напоить не бухлом, вот, а просто напоить. И наш непризнанный пока еще всем человечеством гений Фикрет Меджидов, который у нас занимается монтажом видео, сделал небольшой видеоролик на тему вот этих рыданий, вот этих вот, я не знаю, как их назвать. В общем, отовсюду мы слышим стоны, и стоны русской весны, правда, немножко спустя. Давайте послушаем, потом обсудим. Что Россия окажет любую помощь вам. Самый высокий статус, самая большая экономия.
Уважаемый Владимир Владимирович. 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 Владимир Владимирович. У нас нет воды. Живя у воды, мы сидим без воды. Для меня это очевидно. Нам позарез нужна вода. Зачем? Жить нельзя. Мы когда-то говорили и сделали это. Нужна вода. Помогите. Помогите. Воды нет. Такое мы видим, что может быть. Вода есть. Такого не должно быть. Чтобы взять воду, мы ездим в другое село, где-то набираем. Не у каждого машина, чтобы привезти питьевую воду. 50 километров. Зачем вам Очень машина-то? ужасная дорога. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? А у нас сразу... Дайте звонок в студию, приму потом реакцию. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос. Могут ли российские войска двинуться на Херсон? Ничего не слышно. Извините, еще раз повторите, ничего не слышно. Ну, увы. Телефонная связь. Можно я маленькую реплику? Можно, Точнее, можно. даже не реплику, Да. у меня просьба к Андрею Андреевичу. Андрей Андреевич, пожалуйста, вот я Да, вас да. от всего сердца прошу. Донесите там, пожалуйста, до американцев, что в 4-й раз окорочка привозить не надо. Пусть не привозят воду, не надо. Пусть не привозят воду, пусть не привозят $1 триллион. Потому что американцы люди жалостливые. Каждый раз, когда вот этот русский медведь со своей этой пирамидки падает и начинает просить покушать, американцы каждый раз привозят ему покушать и спасают его. И он затем опять влезает на эту свою пирамиду, начинает орать и завоевывать все по периметру. Вот не надо в этот раз, пожалуйста, пусть они там примут какой-нибудь закон, пролоббируйте его. Хотели камней, пусть закон называется закон камней с неба. Хотели камней с неба? Нахрена вам вода, если вы в родной гавани? Кушайте камушки, пожалуйста. Ну, что касается воды, никому это в Америке неизвестно, ни на кого это не производит никакого впечатления. И в Москве тоже. Это организованная Москвой компания. Ну, та группировка во власти, которая лоббирует какие-то дальнейшие силовые упражнения в Украине, она все время организовывает такие кампании. Но, кстати, сейчас у нас совершенно не будет, к сожалению, время, но мы поговорим, наверное, в это в следующий раз. Сейчас в Москве-то совсем не подходящая обстановка для дальнейшей какой-то эскалации конфликтов. В общем, московская верхушка, она начинает все более глубоко и болезненно осознавать, что она потерпела тяжелейшее геополитическое, причем военное поражение на Кавказе. Вот этот исторический парад Эрдогана и Алиева, парад победы, это была такая сознательная, я бы сказал, даже такая дерзкая акция, адресованная, в общем, одному человеку. Прошу прощения, Андрей Андреевич. Я, когда слышу фразу у российской верхушки, что-то там происходит, я знаю только одну верхушку в России. Зовут его Владимир Путин. Владимир Путин не имел войск в Азербайджане своих, а теперь имеет свои войска в Азербайджане. Вот это на армян, каких-то там, да и на азербайджанцев, и сколько там их погибло, ему вообще глубоко наплевать. Об этом Жирик говорил в эфире. Все эти черные пусть друга там поубивают, а мы потом туда войдем. Так и получилось. И Путин вошел. Это говорил Жирик, а я вам скажу другую вещь. Именно этот человек потерпел очень серьезное психологическое поражение. Эрдоган впервые с 1962 года, когда это сделал Джон Кеннеди, поставил Россию перед перспективой прямого военного столкновения. Когда он сказал: «Дорогой брат мой Ильхам, я буду с тобой рядом не только за столом переговоров, но и на поле боя». Москва уклонилась от этого поля боя. Эти там тысячи, сколько они прислали, несколько сотен человек в разоренном Нагорном Карабахе, это заложники той же турецкой армии. Это понимается Москвой сейчас. Ну, есть и такая точка зрения, да, безусловно, и она имеет, наверное, право на жизнь. Но что думает Аркадий?
Ну, сейчас триумф Эрдогана, Кстати, извини, это пожалуйста, однозначно- Аркаш, извини, ради бога, просто прости меня. Я хочу задать тот вопрос. Мои редакторы мне в ухо сказали, что вот человек, который звонил, и, к сожалению, связь была плохая, он задал вопрос вот как раз, что вероятность чего отрицает сейчас Андрей Андреевич Пиантковский. Не может ли Путин кинуться на Херсонскую область, на вот то место, где от Днепра отходит Северокрымский канал? Ну, они же там вот в этой истерике говорят, что там вот там воды совсем не будет, и все наши танки, все наши эти военные выпили, там военные пенсионеры эту воду там пьют там как не в себя, да, и... Но далее, если продолжать эту логику, я от себя уже добавляю, но если уж на это решаться, то там Приднестровье дальше, да, и Одесса. Ну вот, вы способны ли на это? Я считаю, что вот сейчас в этом плане я с Андреем Андреевичем, конечно, не согласен. Я считаю, что ситуация для начала войны сейчас складывается чуть ли не идеальная, потому что действительно другого пути у них, по-моему, не остается, кроме как уже идти штурмовать канал. Как мы видим, сейчас в Киеве начинаются там то ФОП-майданы, то такие майданы, то сякие майданы. Это уже, то есть по прошествии 1,5 лет начинает шататься, начинается внутренняя заваруха. Плюс к этому я бы сюда в эту же струю отнес бы как раз и Нагорный Карабах, где у Эрдогана сейчас, конечно, это триумф Эрдогана, безусловно, это его победа. Но я считаю, что теперь прямое столкновение России и Турции становится практически неизбежным. И Крым будет видимо, одним из театров ведения боевых действий. Плюс во всем мире разброд и шатания. Если непонятно, Байден пришел хорошо, но у него в любом случае займет какое-то время на то, чтобы вернуть разрушенный Трампом. Так что у Путина сейчас все складывается совсем неплохо. Действительно, да, раньше у него в Карабахе войск не было, теперь они есть. Он может вполне себе получить казус белли, и этот казус белли будет принят миром. Вот в чем все дело. У него был замечательный казус белли, защита своего дорогого союзника по линии АДКБ. Но задача у него была другая — наказать соросенка Пашиняна. Ведь началось же все... Нет, это не было казуса белли, потому что Карабах не является Арменией, а ОДКБ защищает только Армению. Так что юридически он тут соросенка Пашиняна наказал, и руки умыл, получил то, что хотел. Вы повторяете любимый аргумент путинской пропаганды. Они объясняли, почему мы не вмешиваемся, а даем спокойно. У них был, когда они влезли в Крым, у них были какие-то обоснования о том, на что распространяется ДКБ. Там был другой случай. Я согласен с вами, что есть вероятность войны. Любое обострение ситуации сейчас, оно очень быстро приведет к войне с Турцией. Так вот, разумная часть военного сообщества, она понимает, что Россия проиграет эту войну на этом театре боевых действий. И об этом есть достаточно публикаций. Была очень серьезная дискуссия, необычная совершенно. Не диссидентов каких-нибудь вроде меня, а самых лояльнейших экспертов. Очень рекомендую вам читать статьи господина Фролова, полковника службы внешней разведки, который вот как бы является фронтменом вот этой так называемой военной, ну, я не хочу назвать ее оппозицией, а той военной партии, которая заявляет, что с Турцией нам воевать нельзя, потому что мы эту войну проиграем. Вот тот сценарий, о котором вы говорите, я не исключаю его как сценарий абсолютного отчаяния вот группы бешеных. Вот сейчас действительно идет столкновение между теми военными, вполне себе имперцами, разделяющими все предрассудки российской верхушки, но понимающими, что которые предлагают сейчас такие термины, вот так они на таком щадящем языке призывают не лезть в заворот. Стратегическая сдержанность, оптимизация амбиций, инвентаризация наших пожеланий на постсоветском пространстве. Я что-то не уверен, Андрей Андреевич, что они знают такие слова, если честно. А их когда-то хоть раз вообще это останавливало? Но они все войны, которые начинают, они все проигрывают, и все равно каждый раз лезут в новые. Ой, Андрей Андреевич, вам идти надо уже, да? Я правильно понял, мне редакторы сказали? Давайте поставим вот на этом очень тревожную точку, что вот впервые
я наблюдаю за последние десятилетия, очень серьезная содержательная дискуссия в верхах идет о войне и мире. И каким-то образом она должна в ближайшее время разрешиться. Но сценарий Аркадия я не исключаю, но это сценарий безумия и самоубийства путинского режима. Да, Дай-то бог. дай-то бог, да. Да. Так. Спасибо, Андрей Андреевич, что включились. Спасибо и мы вам. остаемся наедине с этим человеком из бункера, который, в общем... Знаешь, о чем я хотел с тобой поговорить? В общем, все уже обсудили. Я не знаю, не хочу больше там ни Навального, ни Квадратного, ничего обсуждать не хочу. Хочу, чтобы мы посмотрели с тобой короткий ролик. Он такой странный, с одной стороны, для украинского зрителя. И я вообще раньше не думал, что его тут будут смотреть, когда сам смотрел. Сам я контекст понимаю. Но оказалось, что этот ролик имеет десятки, если не сотни, в общем, тысяч просмотров. Это наш с тобой боевой товарищ Роман Цымбалюк в городе Москве с музыкантом из Нижнего Новгорода Михаилом Юдиным сняли сюжет о Красной площади, точнее, Александровский сад, памятники городам-героям и так далее, куда вышел Михаил Юдин с украинским флагом задать вопрос Путину. Вопрос, конечно, риторический, но он его задал. И этот ролик очень дивно смотрит в Украине. Давайте посмотрим и обсудим вообще, что в головах у россиян там происходит. Владимир Владимирович, можно вас попросить, чтобы наши государственные телеканалы, 306-24-20. государственные телеканалы вели себя достойно в год юбилея Победы? Так а флаг зачем вам украинский в данном случае? А потому что каждый день Украину унижают на всех государственных телеканалах. Называют нацистским государством, наших братьев нацистами и так далее. Это не просто оскорбление, это преступление. За это нужно судить тех, кто об этом говорит с государственных телеканалов. Нужно судить, под суд отдавать. Потому что это называется статья, есть Уголовный кодекс Российской Федерации, разжигание межнациональной розни. Разжигание ненависти между людьми. Об этом идет разговор. Поэтому обращение к Владимиру Владимировичу и вопрос, когда это закончится, Владимир Владимирович? Когда это закончится, по 7 часов в день на федеральных каналах гнобить Украину? Но мне кажется, что Миша, конечно, знает, что этот вопрос риторический. Ответ он не получит никогда, как никакие такие вопросы, ответы в России не даются. Но мне кажется, знаешь, хуже другое, что большинство россиян вообще не понимает, о чем говорит этот человек. Тут вообще, на мой взгляд, самое удивительное, что вот эти вот менты Михаила отпустили даже. Потому что, что-то там какая-то, да, действительно пауза началась, что, смотри, начался такой момент, что даже можно выйти к Кремлю с украинским флагом и что-то там сказать. Я надеюсь, что у Миши просто пока его защита является его малой известности, его неизвестности. И сейчас ты Мишу раскрутишь, он станет известным, и его посадят за это, да, как он только попадет в их поле зрения. Но пока, смотри, пару-тройку раз можно выйти действительно с флагом, и тебе за это ничего не будет. Это говорит о том, что все вот эти вот разговоры о том, что там невозможно, нельзя, немыслимо, да возможно. Вот человек берет флаг и выходит, берет и говорит то, что делает. И то, что таких россиян, я не знаю, вот в моей памяти человек 10-15, наверное, таких человек просто осталось, которые выходят с плакатами за крымских татар, да, за украинских моряков, да, которые передачи им там собирают, которые вот с флагами за Украину. Их человек 10-15, наверное, осталось, но они есть. Это все еще допустимо, это все еще можно. Да? А 140 миллионов сидят на жопе на диване ровно и стонут и говорят: ах, как нам плохо, ах, как мы не можем, ах, как вы не понимаете, у нас вот ФСБ убивает Навального, давайте поговорим об этом. Говорите, нам-то что. Спасибо тебе, Аркадий, что включился из далекого, глубокого бункера. Очень рады тебя видеть. И ты никогда для нас не будешь бывшим. Вот. Мы тебя любим, и наши зрители тебя любят, и я тебя лично люблю. Взаимно. Вот, да, давай там, набирайся сил. А нашим зрителям я хочу сказать то, в чем ни секунды не сомневаюсь, что то уродливое образование ментального рака на теле планеты, как русский рейх, обязательно будет разрушен. Русский рейх будет разрушен. Не сомневайтесь в этом ни секунды. Но он будет разрушен только если мы будем делать это вместе. Если мы будем не отворачиваться, как отворачиваются россияне от таких людей, как Михаил Юдин.
Пожалуйста, помогайте и словом, и делом, и мыслями, и намерениями. Есть на сайте Patreon возможность регулярно помогать в разной степени каналу АТР, который борется вместе с вами и является таким, знаете, острием штыка борьбы с русским рейхом, крымских татар и патриотов Украины. Помогайте нам, будем вместе русскому рейху хана. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.